За плечами такие должности. Вы были первым заместителем министра культуры, сейчас руководите филармонией, очень много проектов. Самое все-таки интересное дело в этом мире — это все-таки, видимо, культура. Шедевры ЮНЕСКО на земле Алонхо тоже один из ваших проектов. Тот обмен энергетикой, о котором я говорила, когда вот подлинное, настоящее идет со сцены и зрителям, вот это вот ценность это и возникала, это прикосновение к подлинному искусству. Вы принимаете вот этот вызов? Наверняка эти вызовы постоянно происходят в вашей работе. Маэстро Гергиев лично патронирует строительство концертного зала здесь. Он приезжал, встречался с главой. Это был действительно настоящий подарок якутянам. Гимн страны-победителя будет звучать в живом исполнении духового оркестра. Я на своем месте. Вам нравится? Нравится. Пестрякова Туяра Игоревна, с 2017 года генеральный директор Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Кривошапка. В 1989 году окончила факультет иностранных языков Якутского государственного университета, юридический факультет ЕГУ, магистратуру РАНХИКС. Работала в Национальном комитете Республики Саха-Якутия по делам ЮНЕСКО, Международном детском фонде «Дети Саха-Азия». В 2002 году была назначена руководителем отдела искусств. После — руководителем отдела проектного развития и целевых программ Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, где проработала до 2010 года. С 2010 по 2016 была первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, действительный государственный советник Республики Саха-Якутия второго класса, руководитель Якутского регионального отделения Ассоциации исполнителей на духовых и ударных инструментах России, Духовое общество имени Халилова. Туяра Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. И с приездом, насколько мне известно, вы буквально вернулись с командировки, были в Китае. Да, спасибо. Наш коллектив — это струнный ансамбль «Арка-Артика» филармонии Якутии. Мы принимали участие в совместном российско-китайском проекте «Слово о русском сердце». Это культурно-просветительский проект, и мы представляли культуру разных народов нашей большой страны, исполнительские искусства, изобразительные, народные промыслы. Все это проходило в Пекине, в экспозиционном центре «Экспо». Ну и все это посвящено юбилею 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами и в рамках годов культуры России и Китая, которые вот недавно наш президент вместе с председателем КНР объявили вот текущий 24 год и наступающий 2025 год. Это будут годами российско-китайских культурных связей. Тогда уже практически, можно сказать, мост проложен и планы намечены. Ну, очень сложно. По идее, вот филармония Якутии, да, мы еще в прошлом году во время выезда официальной делегации нашей республики подписали соглашение о сотрудничестве с Харбинской филармонией. И вот очень интересно, что город Харбин, он считается музыкальной столицей Китая. И это, ну, в общем-то, объяснимо, потому что первый симфонический оркестр у них появились более 100 лет назад. И, конечно, в составе это были эмигранты из России. И эти вот музыкальные традиции классической музыки, академической музыки, они стараются сохранять, проводят летние музыкальные фестивали. Есть свой симфонический оркестр, есть теперь оркестры и в крупных городах. Массово во многих школах преподают музыку, и уже заметно, что во многих международных фестивалях, конкурсах очень много участников из Китая, и они показывают такой очень высокий уровень. Да? Ну, а у нас в стране, и в частности вот филармонии Якутии, один из наших приглашенных дирижеров — это Хаожань Ли, он китаец по происхождению, родители у него живут в Пекине, сам он живет в Германии, объясняет это тем, что в этом случае ему легче
гастролировать вот по миру. Его часто приглашают на программы в разные симфонические оркестры мира. Ну, а он выиграл в международном конкурсе, в первом международном конкурсе Рахманинова в номинации вот «Дирижеры», стал бронзовым призером, лауреатом, и теперь он стажер Валерия Гергиева. Вот на днях буквально дирижировал в Санкт-Петербурге, но вот в Пекине он нам очень помог. Все-таки дружба, она выручает всегда. Он нам помог и одолжил из своего оркестра крупный инструмент контрабас. И такая практика существует, причем мы за него ничего не платили. И очень благодарны, конечно, ему за такую поддержку. Именно в тот день, когда он после обеда улетал в Санкт-Петербург, до обеда он занимался нашим вопросом. И вот я надеюсь, что количество наших друзей, таких хороших, настоящих, подлинных друзей, будет расширяться и расширяться. О нас уже в стране хорошо знают, несмотря на то, что мы достаточно молодой коллектив. Вы же знаете, что в филармонии Якутии мы работаем только с 2011 года, вот сейчас как бы 13-й сезон идет, да? И первым руководителем, директором и художественным руководителем была назначена Наталья Базалева. Да, она сама дирижер по образованию, очень такой креативный человек, волевой человек. И она продумала очень хорошую такую, я бы даже сказала, концепцию создания симфонического оркестра. Это, между прочим, уникальный опыт для страны, потому что не во всех регионах России возможно повторить наш опыт, да, потому что не хватает вот тех нюансов и обстоятельств, что позволяют нам сегодня считаться, без ложной скромности причем, да, одним из лучших региональных симфонических оркестров, ну, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, да. Вот выезжаем в другие города, очень популярно произведение Кирилла Герасимова «Шаман», «Оюн», да. Ну, я обычно рассказываю, вот, кто такие шаманы, немножко про культуру нашего народа. И вот чувствуешь, муха пролетает, услышишь, наверное, такое с замиранием все слышат. И ребята наши, музыканты, тоже просыпается какая-то некая генетическая память, тем более далеко за ее пределами они представляют нашу республику. Как-то очень успешно и удачно это было вот на последних наших гастролях. В апреле это было Сочи в Сириусе, в Мариинском театре. Есть много планов по приглашению выдающихся музыкантов современности, то, чем мы и занимаемся сейчас, но иногда бывает стыдно. Приезжала вот Хибла Герсмава, помните, она давала интервью и прямым текстом сказала: в этом зале петь очень сложно, и в следующий раз я к вам приеду, когда будут созданы хорошие акустические условия. Ну вот, надеюсь, зал ведут, и будем приглашать еще раз Хиблу Герсмаву к нам в Якутск. Прекрасно. Вы прям увлеченно говорите о своей работе, но хотелось бы сегодня поговорить и о вас, да, услышать ваши мысли. Готовясь к этому интервью, искала статьи, материалы, хоть какие-то, их практически нет. Да? Только событийные интервью касаемо какого-то мероприятия. Социальные сети тоже не ведете. Очень редко, больше ведут ваши друзья, отмечают вас. И вообще не бывает желания вот делиться событиями из мероприятий, возможно, как-то мыслями касаемо какого-то дня особенного. Ну, я особо, конечно, не горела таким желанием, да, но как-то все начали, и я попробовала, да, тем более, что наше управление по маркетингу, Ольга Фоменко, она как-то мне говорила, что мы же должны вести не только соцсети вот, организации филармонии Якутии, но и люди, которые известны, там, медийные люди обычно ведут, и это тоже дает какой-то эффект, опять же, для работы, конечно, да? Конечно. И я вот как-то тогда попробовала открыть ну, свою персональную страничку. Это столько времени занимает. Это столько надо дополнительного напряжения, да?
И я забываю, когда я где-то увлекаюсь вот на мероприятии, когда кто-то начинает вот для собственных там постов что-то фотографировать, я понимаю, что надо фотографировать, что-то выкладывать. Вот у меня нет такой системности, во-первых, да, не то чтобы желание, вот можно же было бы чем-то поделиться и так далее. Времени элементарного не хватает, и хочется, если что-то делать, то делать хорошо, не просто так дежурно отписаться, там, как было красиво, здорово, а как-то оно. А насчет ценных идей, ну, я вряд ли тот человек, который может давать такие жизненные советы или как-то делиться с миром тем, чем я вот как-то могла бы поделиться. Не знаю. За плечами такие должности. Вы были первым заместителем министра культуры, сейчас руководите филармонией. Очень много проектов. И шедевры ЮНЕСКО на земле Олонхо тоже один из ваших проектов, Да. над которым вы работали. Это мой любимый проект, да. Вот как раз я хотела спросить, а каким проектом вы особенно гордитесь? По идее, я-то в культуру пришла через Национальный комитет Республики по делам ЮНЕСКО. Ну, после университета от судьбы, хотя, говорят, не уйдешь же, да, я осталась работать на кафедре английской филологии. И там было только 0,5 ставки. Встретила Сашу Пахомову, он собирался уходить из Сахатеатра. Спросил меня, насколько я владею якутским языком, я попала в литературную часть Сахатеатра работать. Да. А театр — это дело такое, втянешься уже и это навсегда. Потом поступило предложение, и я полностью ушла на работу в Национальный комитет ЮНЕСКО Республики. Это один из первых региональных таких отделений, работали очень активно. Конечно, при поддержке Михаила Ефимовича, председателем при Верховном Совете этот был комитет, Климент Егорович Иванов. И одним из первых как бы моих проектов это было столетие Платона Юнского в штаб-квартире ЮНЕСКО. Ну, есть такая, вот Андрей Савич часто про это говорит, да, энергия заблуждений. Видимо, это и было такое, когда не знаешь, не боишься, занимаешься. А теперь я вот просто с высоты лет как бы поражаюсь. Связь-то была, чтобы отправить одну страницу факсом, надо было ехать в ТПО 18, где-то на Петровского, поздно вечером, с учетом разницы во времени. Ждать, когда 8-ка это освободится. Компьютеров не было, на печатных машинках. Страшно берегла вот эту вот ромашка с этим английскими буквами, чтобы не забилась, не испортилась. Ну вот так как-то набрала опыт и поняла, что самое все-таки интересное дело в этом мире — это все-таки, видимо, культура. Хотя ЮНЕСКО же организация в сфере образования, науки, культуры, и молодежные, и женские вопросы, да. Ну и поэтому вот как-то по линии культуры ушла. А то, что от судьбы не уйдешь, я почему-то потом уже вспоминала, что сюда, в университет я поступила почти случайно, последние дни было. Я все как-то хотела, Улан-Удэ институт культуры, видимо, как-то было у меня какое-то на хореографа, но родители были против, не хотели отпускать меня никуда. Ну вот так вот. Судьба. Есть все-таки судьба. Да. Фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО с Андреем Савичем Борисовым как-то разговаривали по программе, культурной программе международных спортивных игр «Дети Азия». И это, по-моему, шла подготовка к играм 2012 года. Но всегда хочется же, чтобы было что-то такое интересное, изюминка, да, новое. И тогда уже Олонхо было признано ЮНЕСКО вот шедевром. И как-то вот проговорили, вот хорошо было бы вот привести, мы же видели перечень, какие артефакты, да, культурные феномены входят в этот репрезентативный список. Хорошо было бы привести, чтобы и наши земляки, и якутяне увидели, услышали, что и как, да. Ну и Андрей Савич сказал, я тогда была руководителем отдела искусства, ну вот займись этим вопросом.
И, конечно, он уже тогда думал о создании театра Олонхо. Возможно, это даже 2008 год, тогда, получается, 2008 год. Поэтому был нацелен на изучение опыта традиционных театров азиатских стран. Вот поэтому из перечня мы выбрали театры Но из Кореи, это традиционные песнопения. И начали элементарно находили адреса через Национальный комитет ЮНЕСКО, писали, обращались, письма все-таки доходили, отвечали. Ну а в Японии это Японский комитет дружбы, Сатамура-сан очень помог. Там же тоже без посредников, просто так на театр с тысячелетней историей откуда-то из сибирского региона России, чтобы вышли. И вот мы установили очень такие теплые, тесные отношения с театром Но, что они позволили не только труппе приехать сюда и выступить впервые на территории Российской Федерации. Кабуки-то приезжали в Москву, да, а театр Но это был Якутск. И руководителем его Ишихара-сан, он потомственный, там, не помню, какое-то 8-е или 10-е поколение, носитель традиций театра Но. Его, конечно, очень уважает. Приехал, и с полуслова, даже несмотря на языковые барьеры, он понимал мысли, цели, задачи Андрея Савича, Степаниды Ильиничны Борисовых, когда разговаривали о том, что такое театр Но, его смысл, значение, подготовку актеров, традиции этого театра. Это был действительно настоящий подарок якутянам. Это было большое событие. И не уезжая никуда за пределы республики, знакомиться с культурами разных стран. Причем аудитории же, когда это подлинное настоящее, они это чувствуют. И каким бы сложным для восприятия не был номер, да, тем более, что на первом фестивале у нас приезжали турецкие дервиши, крутящиеся дервиши Мевлеви, церемонии Мевлеви, и ведущий концерта, музыковед Юрий Ильич Шейкин, он сразу предупреждал, что просил не аплодировать, поскольку это они погружаются в транс. Это такая духовная церемония, да, и народ это очень хорошо воспринял. И тот обмен энергетикой, о котором я говорила, когда подлинное, настоящее идет со сцены и зрителям, ценность это и возникала, это прикосновение к подлинному искусству. Прекрасно. А что в этом году? В этом году мы уже, как в области академической музыки, конечно, работаем. Да. У нас, как я уже упоминала, весной были большие гастроли по приглашению центра «Сириус» в Сочи. Для нас это был первый опыт. Мы понравились. Они выразили желание пригласить нас и в будущем. Причем расходы все они берут на себя, несмотря на такой дальний перелет. Да. И очень хорошо, что в Сочи строят акустический концертный зал также, и мы надеемся, что они планируют его в декабре этого года вести. Если получится, то в будущем году сможем также выехать в Сочи и выступить уже в соответствующих акустических условиях. Прозвучим лучше наверняка. Да? Выступили в Мариинском театре, и про наше сотрудничество с маэстро Гергиевым хотелось бы сказать особо, потому что ни один регион, как мы, вряд ли может похвастаться таким уровнем сотрудничества. В свое время было подписано и соглашение между правительством Республики и Мариинским театром. И до ковида мы каждый год выезжали, выступали на этой самой престижной концертной площадке страны. Маэстро Гергиев лично патронирует строительство концертного зала. Здесь он приезжал, встречался с главой, оказывает какие-то такие добрые советы по роялям. В прошлом году в Шанхае мы с ним встречались, он посоветовал, какие рояли можно было бы вместо стендея приобрести для нашего зала. Да? Поэтому мы надеемся, что большие гастроли на самых лучших площадках состоятся и в этом году.
Ну а в рамках игр «Дети Азии» мы реализуем творческий проект, который назвали «Фанфары детского спорта». Это в рамках культурной программы. Покажем как бы все возможности духового оркестра. Да, Лена Рива Брас. Ну, прежде всего, это участие каждый вечер в церемониальной, каждый вечер, когда вот награждение спортсменов-победителей, да, гимн страны-победителя будет звучать в живом исполнении духового оркестра. Ну и мы ждем в гости нашего высокого гостя, это Брызгалов Михаил Аркадьевич. Он президент Ассоциации исполнителей на духовых и ударных инструментов. Чаще его называют «Духовое общество» имени Валерия Халилова. Он генеральный директор Российского национального музея музыки, член общественной палаты по вопросам культуры и так далее. То есть по всей стране среди музыкантов-духовиков он очень известный и влиятельный человек и оказал содействие нашему проекту, что вот Алексей Иванов, его проезды, гонорары и так далее, все это при поддержке Духового общества имени Валерия Халилова. Поэтому программа будет очень-очень интересная. Приглашаем всех на наши концерты. Туяра Игоревна, а в соцсетях на вашем фото надпись «Нет культуры, нет будущего». Да, вы сейчас рассказали о перспективах, о планах. Ну, это планы конкретно одного учреждения, да, а так, выезжая во многие регионы, вот опять же весной с хором были в Оржеве, да, вот меня очень огорчает ситуация у некоторых наших соседей. Вроде бы насколько духовно богатый регион, русские традиции, столь православная культура. Вот услышав наш хор, исполнение концерта духовной музыки, люди плакали. И говорят, мы такого никогда не слышали. Ну как такое возможно в Центральной России? Да? Видишь состояние клубов и понимаешь, что вот как многое мы смогли сохранить у нас в республике на такой огромной территории, в таких непростых условиях, да, благодаря деятельности родного Министерства культуры и духовного развития, что клубы не перепрофилировали, их сохранили, они оставались центрами притяжения в любом населенном пункте. Это любимое место для всех якутян. А это движение добрых дел, когда население с различными возможными способами, народной стройкой строили же клубы тоже, да. Ну а теперь по национальному проекту «Культура» идет большая поддержка, строится в районных центрах уже такие современные, хорошие дворцы культуры. И по инфраструктуре, вот, по структуре культуры республики у нас тоже по сравнению с нашими коллегами все очень и очень неплохо. Вот, скажем, создание филармонии, в общем-то, закрыло лакуну. У нас не хватало организации в области концертной деятельности, в области симфонической музыки. Да? И вот теперь и эта брешь закрыта. У наших земляков, у якутян есть возможность, как вы сказали, не выезжая никуда, получить доступ к культурным ценностям самого-самого высокого уровня. А лозунг «нет будущего, нет культуры», ну, мне кажется, это по большому о смысле жизни человека. Человек должен быть счастлив, человек должен видеть, слышать все самое лучшее, что создало человечество за тысячелетия. И это возможно в наши дни и у нас в Якутии, несмотря ни на что. Ну вот вы сказали, что выбор вашего пути — это предначертано судьбой. Да? Все-таки верите в судьбу тогда, а не в выбор. Ну, я верю в судьбу, да, я фаталист. Значит, вы чувствуете миссию в этой сфере, в этом направлении? Все-таки я на своем месте. Вам нравится? Нравится, нравится. Каждый день приходить на работу? Это элементарная формула счастья. С радостью идти на работу и с радостью идти вечером домой. Вы женщина-руководитель и с большим стажем, большим опытом.
бывают, конечно, наверное, и стрессовые ситуации, да, вот как раз-таки вы говорите, и нет помещений, да, вот выехали за Конечно, границу, бывает. не хватает инструмента, да, надо выступить. Как вы выходите из стрессовых ситуаций? Мне кажется, это уже от характера зависит. Я вообще-то не паникер, и ну, в любой стрессовой ситуации я как-то не теряюсь, я как-то замолкаю наоборот, и, видимо, очень так быстро продумываю какие-то варианты. Ну, как-то вот справляемся. И, конечно, это командный способ управления. Надо уметь делегировать и видеть те черты у своих коллег, в чем они сильны, поручать то, что лучше получится, то, что ближе, ну, как поддерживать коллег. Поэтому я в этом отношении считаю, что в разных коллективах, где бы я ни работала, я вот видела это. Вот кому что ближе по сердцу, и понимаю, что отдача и результат будет лучше, эффективнее все это будет. Мгм. Также в соцсетях вы приводите цитату писательницы Людмилы Улицкой про то, как люди утратили любовь к вещам, вот истинную любовь, да, что мир стал очень потребительский, что люди стали легко выкидывать вещи, и нету вот этого трепета к этим вещам. Вы сделали репост этой цитаты. Это, видимо, о моем хобби. Я подписана на многие группы, вот, подобие там ретро-склад, винтаж. Очень нравятся винтажные вещи, которые не только несут какое-то приятные воспоминания, да, но они и очень качественные. Да. Если уж дерево, то натуральная древесина, если уж там ткани, материал, то это вот стопроцентно вот хлопок или еще что-то. Да. Поэтому у меня своя небольшая коллекция. Началось это с буфета моей свекрови. Хотя это буфет 60-х годов, он раньше же вот комбинатовский, да, у многих и были, и он был такой покрашен, ну, со следами бытования, стоял у них где-то на веранде, мы его забрали, бело-коричневый, ну, и отдали на реставрацию, он теперь очень красивый. Такой темно-коричневый у нас на даче. У бабушки же, у свекрови я взяла ее вязаные салфетки, которые никому не были нужны. Ну и такой буфет красивый у меня. И там фарфоровая посуда, очень тонкий фарфор, которого сейчас тоже не найти и не производят. Да. Потом мне попался диван, но кожа для его обивки, чтобы он стал, как из фильма, «Место встречи изменить нельзя», не нашлось. Поэтому тканевый. Ну, собираю, у меня есть какие вещи на реставрацию. Я считаю, что это, дай бог, сохранится еще на многие-многие годы. Думаю, что и дети, и внуки, которые вырастут среди этих вещей, их все-таки не выкинут. Вы также очень тепло отзываетесь о своих родителей. Вот вы сейчас упомянули, они находятся недалеко от города, получается, да, в котором вы ездите, и до сих пор, наверное, по душам разговариваете. Вчера позвонила, и мама как-то... Я чуть не забыла дату, оказывается. 18 июня – это день их свадьбы. Ну, поздравили родителей. Они живут уже сейчас на даче. Вот категорически не соглашаются переехать в город Якутск, хотя мы все дети здесь, в Якутске. Мама моя учитель русского языка, литературы. Папа тоже по образованию учитель, но работал он и в комсомоле, в партии, в книжном издательстве, поэтому дома у нас всегда было очень-очень много книг. И вот как-то с мужем вспоминали, и у него в детстве, у меня в детстве на стене висела географическая карта мира. И вот дети мы между собой играли, вот найди что-то, вот город какой-то и так далее. А потом на уроках географии удивлялись, если кто-то из одноклассников
не знал вроде бы, ну, таких элементарных вещей, да, ну, Берингов пролив или еще что-то. И вот это все, видимо, ну, невидимо, очевидно поспособствовало тому, что вырастаешь в среде знания, как-то интереса ко всему. Мы все очень хорошо учились, легко учились. Поэтому вот такой вот опыт хотелось бы перенять, но, к сожалению, не совсем получается. Да? Тут уже трудно воевать с современными информационными технологиями. И если сын читающий, он вырос без интернета, но видел, что и мы всегда что-то читаем, читающий стал и грамотным, и пишущим, да, то младшая дочка-то, она уже полностью в компьютере, и заставить читать это уже сложно. Ну, не хочется говорить, что бессильно, но какие-то усилия административные приходится применять. А какой ценный совет, наставление, возможно, вы услышали у своих родителей? Они очень оптимистичные люди, да, не желают кому-то зла, вот очень милосердные, всех жалеют, там, да, ну как-то очень по-якутски все это. Участливые. Да. Участливые, да, вплоть до того, что во дворе какая-то собака бездомная ощенилась, и папа ходил и теплую еду носил под гараж куда-то, да. Вот, поэтому, ну, не знаю даже, вот трудно сказать какой-то вот такой совет. Чтобы все были вместе, помогали друг другу. Вот это, наверное, да, что родные всегда должны помогать друг другу. А какая цитата помогает вам расправить крылья? На какую цитату вы опираетесь и идете по жизни? Кстати, это где-то я даже это, по-моему, публиковала. Все проходит, пройдет и это. В трудные минуты это, кстати, очень помогает. Прекрасно. Спасибо большое, Туяра Игоревна, что нашли время, пришли и поделились своим миром. И хотелось бы, чтобы все, что вы задумали, то, о чем мечтаете сейчас по части филармонии, по части культуры, да, о том, что вы хотите вот эту миссию свою дальше продвигать, да, дальше работать в этом направлении. Все реализовалось, все исполнилось. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Спасибо.